Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хайрлы күннәр всем. Хотелось бы рассказать вам про работу Закамского отделения Национального конгресса татар, именно приуроченной к 9 мая, то есть во время парада, во время месячника военно-патриотической работы, именно направлено на 9 мая. Президент Национального конгресса татар и председатель штаба татар Москвы Ямалиев Рустам Фаизович был на территории Татарстана в городе Нижекамске. Для ветеранов подписались 2 дня назад на 15 газет русских, 15 татарских, зашли в мечеть, значит, помощь мечети, зашли в дом ветеранов, в детский дом, и у нас есть такой список участников СВО, которых вот мы уже часть прошли, часть на этой неделе всех посетим. Провели встречу общественных организаций, которые как раз-таки занимаются тем, что помогают в организации 9 мая, помогают именно в проведении мероприятий, приуроченные к 9 мая и как раз в день проведения Дня Победы. Также Рустам Фаизович обсудили как раз с организациями, с общественными организациями, Союз добровольцев Донбасса, это Форпост, Боевое братство города Нижекамск, Союз ветеранов специальной военной операции и также много других организаций. Обсудили план действий, который бы мы хотели предоставить министру образования Республики Татарстан Хадиуллину Ильсуру Гараевичу. И мы думаем, что, иншаллах, эти планы будут приняты и в план работы, в план образования в Республике Татарстан. И уже с Республики Татарстан этот опыт будет перенят в федеральный уровень, для того, чтобы наше патриотическое воспитание среди молодежи было намного активнее и намного полезнее. Мы хотим работать на качество, а не на количество. Также на следующий день после совещания Ямалиев Рустам Фаизович посетил труженицу тыла, ветерана Великой Отечественной, блокадницу Ленинграда Сахабудинову Рукию Гатиатуловну, которой в этом году 94 года. Несмотря на такой большой возраст, Рукия Гатиатуловна пожертвовала 250 тысяч рублей в зону проведения специальной военной операции. Пожелала молодежи Татарстана, которая живет в Москве и Московской области, дальнейшего процветания, сплочения, чтобы татарский язык продвигался, чтобы татарский язык рос, чтобы носителей татарского языка становилось с каждым годом все больше и больше. Пожелала именно Ямалиеву Рустаму Фаизовичу, штабу татар Москвы процветания, и чтобы оно больше и больше надвигалось сторонников, чтобы больше людей приезжало, узнавало про штаб, чтобы не забывали свои корни, не забывали свой язык, свою историю, историю Великой Отечественной войны. Мы знаем, что с земли Татарстана в годы Великой Отечественной войны ушло 700 тысяч человек. Из них вернулись только 350. То есть 350 наших воинов полегли в полях сражения. И мы не должны это забывать. Мы не должны забывать Ленинград. Как говорила Рукия Гатиатуловна, в Ленинграде было очень много мусульман, которые держали уразу, несмотря на то, что был голод. Они вставали утром на сухур. Вечером они открывали уразу и также читали намазы, как и все. Рукия Гатиатуловна помнит, как ее отец держал уразу, как она сама, конечно же, после военной годы, несмотря на то, что было тяжело, она тоже держала уразу, так как она была мусульманкой. И мы не должны забывать вот этот подвиг народа, который был совершен не только на полях сражений, но и в тылу, в блокадном Ленинграде. 9 мая 2025 года Ямалиев Рустам Фаизович был приглашен как почетный гость на парад Победы Великой Отечественной войны. Он сидел на центральной трибуне, как полагается, почетным гостям. Было сказано очень много теплых слов от имени штаба татар Москвы, от имени Национального конгресса татар. Не только руководству города Нижекамска, но и как раз и ветеранам, которые сидели на трибунах как почетные гости. Это труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны блокадного Ленинграда. Также после мероприятия, после парада Рустам Фаизович был приглашен в кафе, в ресторан Абшерон, где уже прошло такое, скажем, небольшое заседание. То есть там были приглашены градоначальники, были приглашены наши предприятия, которые Танека, Сибур, начальники, руководители этих предприятий. И уже там за круглым столом, за небольшим узким кругом были обсуждены новые как раз проекты штаба татар Москвы, Национального конгресса и Закамской территориальной зоны Татарстана. 12 мая Ямалиев Рустам Фаизович посетил свой родной район Агрыз, деревня Исанбаева, откуда родом его бабушка. Там мы посетили его родные места, посетили места, где он жил, где жили его предки, а именно бабушка, дедушка, где они бегали, росли. И также на их могилах были прочитаны дуа за их упокой, за то, чтобы Аллах Тааля простил их все грехи, простил наши грехи, простил грехи нашей уммы.
Асанбаево прошла встреча со школьниками, как раз в школе учатся более 50 человек, на 50 человек 13 квалифицированных учителей высшей категории. И Рустам Фаизович сказал очень правильные слова, что не нужно забывать свои корни, нужно навещать свои родные земли. Даже 10 лет пусть пройдет, пусть 20 лет пройдет, но ты должен навестить, посмотреть, где жили твои предки, где жила твоя бабушка, дедушка, прадедушка. И не забывать эти корни. Стараться укрепить семейные узы, укрепить узы татарского народа, потому что именно от этого зависит, будет ли жить государство, от этого как раз зависит, если мы будем сплоченные, если мы будем защищать нашу культуру, язык, если не будем забывать, то будущее будет светлым и очень правильным.